Никакое государство не может развиваться без науки, без искусств и без общей культуры, иначе его просто уничтожат. Это органы чувств. Жизнь возможна и без науки, но что это за жизнь в темноте при полном отсутствии обоняния будущего? Здесь, в астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта, сошлись, кажется, еще 120 лет назад все наши органы чувств. Человек верующий, в этом все-таки ученом монастыре, способен испытать даже некий религиозный опыт. Мы находимся в месте, которое знает о прошлом и о своем, и об общечеловеческом гораздо больше любого другого культурного или культового храма. Это место точно переживет нас с вами. Мы знаем это теперь. И это не мы смотрим на него, а оно смотрит на нас, нынешних. И, кажется, впервые за многие десятилетия оно нами довольно. Сегодня вот мы здесь работаем, мы, руководство университета, но все меняется в жизни. Что дальше будет? Но если войдет в охраняемый список ЮНЕСКО, то уже здесь большой плюс заключается в том, что можно все-таки быть спокойным, что эти объекты, они будут существовать и далее. История обсерватории – это история дружбы двух выдающихся людей – основателя и первого директора обсерватории Дмитрия Ивановича Дубяга и русского астронома Василия Павловича Энгельгарта. Именно он в 1898 году передал тогда еще будущей обсерватории в дар все свое уникальнейшее оборудование – высокоточный астрометрический прибор для определения и отслеживания положения звезд, меридианный круг – самый большой визуальный телескоп в стране, исторический телескоп-рефрактор ирландского мастера-оптика Ховарда Граба. Все обсерватории мира завидовали тогда и разводили руками. Ну почему такое сокровище и в Казани? Так что когда-то это была лучшая в мире обсерватория. Лучшая, возможно, и в архитектурном плане. Созданный епархиальным архитектором Федором Малиновским целый астрономический городок действительно порой напоминает некий ученый, но монастырь. Обсерватория Энгельгарта – это памятник и архитектуры, и истории, и культуры. Даже то, что вокруг – памятник. Какое чудо перед нами, тоже ведь 120 с лишним лет. Да, эти кедры, 4 кедра, они на 3 года старше обсерватории, были высажены в день открытия обсерватории 21 сентября 1901 года, 3-летними кедрами. Сергей Павлович Королев, когда он был в Казани, жил в Казани, посещал обсерваторию, знал историю про эти кедры, и поэтому один из позывных, главный позывной Гагарина был как раз кедр. Возможно, эти кедры сыграли тоже свою роль и в открытии космоса человеку. Зарядник кедр, вас понял, минутная готовность, занимал исходное положение. Множество подобных историй рассказывают гостям обсерватории. Гостей этих, кстати, теперь будет еще больше. Территория обсерватории, которая, возможно, станет объектом ЮНЕСКО, автоматически станет и заповедной зоной. Но рядом есть планетарий. И здесь уже кипит новое строительство. Образовательный центр, научно-образовательный центр в области астрономии, астрофизики, космических технологий. Привлекать студентов, школьников со всей России, чтобы предлагать уникальные программы, школы, конференции для школьников и студентов по астрономии, астрофизике, по развитию космических технологий. Можно будет окунуться в просторы Вселенной, и вот в эти просторы скоро можно будет тоже окунуться. Да, здесь мы планируем, что здесь могут разместиться от 70 до 90 человек, то есть это хорошая школа. Это студенты, да, и преподаватели, которые приедут сюда, приглашенные наши.
Гостей тут и без того много, каждый день. Обсерватория не обнесена монастырской стеной, и сегодня, когда новейшие университетские телескопы давно стоят не здесь, а в горах Кавказа и Турции, занята скорее просветительской деятельностью. 120 лет обсерватории. Да. В этом году. 61 год вы здесь, ровно половину. Половину, да, Господи. Какие цифры, дайте я лучше не буду о них думать. Это как-то становится даже страшно. Это даже астроному кажется астрономическим, да? Наверное, нужно прожить такую же долгую жизнь, какую прожила внучка основателя обсерватории Инга Александровна Дубяга, чтобы осознать весь астрономический масштаб перемен. Ангел-хранитель всех ключей от этих мест, всех легенд и всех смыслов. Ученый-астроном, который не может не видеть окружающее не только глазами, но и душой. Знаете, сколько нас народу к нам приезжает сейчас? Как-то весело, повеселее, чем в городе. К нам все, в город надо самим ехать, а тут к нам все едут. Очень приятно. То, что я до таких лет дожила и все это вижу. Я вспоминаю себя вот 50 лет назад, ну вот то, что сейчас, если бы это фантастика. Вы даже не думали, что так вот будет. Это все фантастика. Ну, дай Бог. Вы знаете, я вот считаю, что вот когда перезахоронение произошло Энгельгарта, это как бы нам толчок дало. Ангелы-хранители. Вот, я уж не стала говорить, да, ангел-хранители. Дмитрий Иванович Дубяга и Василий Павлович Энгельгарт с 2014 года лежат здесь вместе, в Южной Мире обсерватории. Отцы-основатели Энгельгарды, ангелы-хранители. Как же нам, рационалистам 21 века, не удивляться тому почти мистическому факту, что мы не потеряли это место за 120 лет? И не только это. В список всемирного наследия ЮНЕСКО летят на космической скорости обе наши обсерватории. Обсерватория КФУ, первая Казанская обсерватория, построена еще в 1838 году, столь же тесно связанная с двумя этими именами, по сути, действующий музей казанской астрономии. Теперь и здесь заповедник. Не только здание обсерватории, не только прилегающая территория. Важен инструментарий, который сохранен. У нас до сих пор и в этой обсерватории, в обсерватории Энгельгарта, есть, как сейчас принято говорить, аутентичные инструменты. То есть те инструменты, которые были подарены Энгельгартом, которые здесь были сделаны известным мастером Нейм, который работал у Лобачевского. Потом есть библиотека, это тоже очень важнейшая составляющая часть. И здесь библиотека сохранена, и здесь обсерватория Энгельгарта. То есть вообще, это, говорят, комплексный вопрос, который следует рассматривать со многих позиций. Поэтому и многие обсерватории мира, которые сегодня существуют, они не сохранили вот этой целостности всего. Я представляю, что вот здесь где-то уже появится, должен будет, как на Кремле. Обязательный знак, значок, конечно, и да. он будет сиять, в общем, на всю территорию университета. Да, безусловно. Этот знак – то, чего не хватает на достойном флаге Казанского университета. И на флаг можно? Я думаю, что где-то мы должны это все равно будем отмечать. Два крыла знаменитой Казанской астрономической школы. Два хранителя, передавшие нам нечто важное и вечное из своих каких-то космических сфер. Нам есть чем гордиться теперь. Прогресс – понятие более нравственное, чем техническое. Исполнена последняя воля двух великих людей, которые создали эту обсерваторию. Сейчас они покоятся с миром рядом друг с другом. И ангел-хранитель здесь летает над ними. И, наверное, мы выдержали этот экзамен. Нам всего-то и нужно, что выстоит на плечах этих гигантов-хранителей.
под их, надеемся, взглядом оттуда и отныне под крылом того, что человечество считает всемирным наследием. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.